Dobro večer, draga braćo i sestre, Hristos Voskrse. A moja večerašnja tema je osvrt na knjigu Paula Trippa, Vojna slov. Prijevodio na ruskom jeziku, nije sam našao originalu. Pročitao sam knjigu, kako bi rekli, iz cuga, jer je baš veoma duhovna i dinamična i, da kažem, svetopisamska. Pročitat ću neke dijelove, neke članke. Ja sam do sada čitao i na engleskom, analizirao sam knjige. Ova knjiga je baš vrijedna analize. Pročitat ću na ruskom i onda ću pokušati da prevedem neke važne dijelove. Что пробуждает человека написать книгу? Иногда люди пишут вследствие своей компетентности. Образование и житейский опыт помогают им стать специальными в какой конкретной области. Написание им книги производит читателя получить знание, но тратя время на деятельную учебу и компетитивную работу. Человек также может писать от отчаяния. Он страдает от каких недостатков или внутренних прочностей, в которые следует обратить внимание. Он много размышляет, а также исследует, изучает, применяет в практике то, что помогло ему самому преодолеть или какую иную проблему. Затем он отображает на бумаге свой плод и своего труда в надежде, чтобы это принесло пользу другим людям. Я начал писать потому, что много знал, не только и не что я отчаялся. Работа этой книги, я говорил много людям о том, что я не писал, ali pisala она меня. Znači, ja nisam pisao knjigu, kaže Paul, nego je knjiga pisala mene. Когда было 16 лет, у нашем штате проводился конкурс на лучшего оратора. Решив принять в нем участие и стал усердно готовиться. Однажды ранним субботним утром мама находилась в соседней спальне, услышала, как я упражнялся устной речи. Видя мне в эту комнату, она спросила, можно ли ей представить мои занятия несколько минут. Я возражал, поскольку сам хотел немного передохнуть. Затем мама произнесла слово, ставшее пророческим. «Пол», — сказала она, — «Бог даровал тебе особый талант доходчивый, излагать мысли и находить с людьми общий язык. Но будь осторожен, в этом также будет заключаться твоя самая большая проблема. Сегодня я намного лучше понимаю смысл этих слов». Действительно, в нашем сильной стороне очень часто являются нашими слабостями. Я взял перо потому, что остро ощущал собственную слабость, которая, однако, была исполнена удивительной Божьей благодати и могуществом и влиянием Священного Писания. На последующих страницах мы подробно рассмотрим, что выделит нас всего остального творения и чему мы берегаем каждый день нашу речь. Эта книга отличится больше с трудов просвещения в данной теме. В ней обсуждается эффективно воздействие людей на ораторское искусство. Напротив, у ней рассказывает есть о великой битве, о битве наших сердец, о проживающих войну снов и слов. Здесь мы не только исследуем особенности этой битвы, но постараемся понять, какой, согласно с Божьему смыслу, должна быть наша речь. Мы прославим Господню благодать, дающий нам способности потворить этот замысел в жизни.
Хочу выразить благодарность всем тем, чьи слова Бог использовал, чтобы изменить мое сердце. Да поможет Господь Бог и вам внутренне измениться, когда вы будете читать эту книгу. Благодарю Сью Луц, чьи познал область языка и помогли мне написать divno произведение. Znači, čovjek govori kako je napisao knjigu, da knjigu možemo pisati iz očaja, ali možemo iz potrebe da prenesemo znanje, kao što i evanđelje kaže, ne smijemo zakopati talente. Slovo ne vorobej. Slovo nije vrabac. Riječ nije vrabac. Smrt i жизнь vo vlasti jezika i ljubljašći je go vkusit, plodi go priči. Ruski sinodalni prevod 18:21. Slova ubivaju, slova oživljaju, oni libo jad, libo dobri plod, tebe vibrat. Znači, slova, riječi ili ubijaju ili oživotvoruju. Oni su ili otrov ili dobar plod, a izbor je tvoj. Čitajući tu knjigu, mi dobijamo dojam da je on otvorio srce Bogu i sve svoje misli koje je imao u tom trenutku, on je analizirao Svetim pismom. Veoma je bitno da mi, sveštenici, također i civili, da analiziramo Sveto pismo. Sveto pismo je veoma bitno. Ja imam, i naša crkvena biblioteka također ima prijevode na skoro svim jezicima slovenskim, skoro sve engleske prijevode koji postoje, i jako mi se sviđa jedna Biblija koja ima komparativno sve naslove, znači King James, New King James, Modern Language i tako dalje. I veoma je bitno udubiti se u istinu, udubiti se u biblijske riječi. Jedan analitičar kaže za ovu knjigu: "Eta очень важная knjiga o naših slovah, o našem Bogu." To je veoma važna knjiga o našim riječima i našem Bogu. Не многие из нас по-настоящему задумаются о этом, как силой и каким влиянием много обладать слова, каким прекрасным даром и благословением они могут быть, а также и всякую опасность они могут таить в себе. Эта книга научит нас сначала думать, а потом говорить. Znači, ova će nas knjiga naučiti u početku razmisliti, a poslije govoriti. Samo je glavno zaključujući u etom, što ona probudit v nas помнят о Боге, когда вы ведете разговор. Прочитайте ей, она доставит вам большее удовольствие. Божий благослов. Аминь.